В 1958 году произошла реабилитация репрессированных и их семей. Благодаря этому открылись двери для многих людей культуры, науки и для простых граждан СССР, которых несправедливо заклеймили врагами народа. Это время совпало с бурным экономическим ростом в СССР. Период этот носит название «Хрущевская оттепель». Если взять в целом послевоенные годы, то это было время противостояния двух сверхдержав – СССР и США. В истории оно известно как «Холодная война». Большое количество испытаний ядерных и водородных бомб. Первая отправка советского спутника в космос в 1957 году, а в 1961 году первый полет человека в космос Юрия Гагарина. Предпринятые Хрущевым реформы были успешны только поначалу. В народе про Хрущева говорили «Маленков берген байталды, Хрущев келіп қайта алды». Первородную кобылицу, которую Маленков нам дал, пришел Хрущев, взял, да и отобрал. Причиной тому было то, что Хрущев опирался не на мировой опыт управления, а на командно-административную систему. Все решения принимались наверху, то есть в Москве, и обычно без учета местных специфик. Все чаще случаются конфликты между центральным руководством и местными администрациями. В результате этих конфликтов в 1961 году снимаются с постов председатель ЦК Компартии Киргизской ССР Исхак Разаков и глава Совета народных комиссаров, премьер-министр Казы Дикамбаев. Председателем ЦК Компартии Киргизской ССР назначается Турдакун Усубалиев. И в целях усиления контроля над центральноазиатскими администрациями в 1963 году создается Совет народного хозяйства. Но уже в 1964 году Хрущева отстраняют от власти, и председателем ЦК КПСС СССР становится Леонид Брежнев. При Брежневе командно-административная система управления усиливается. Полностью прекращается территориальное управление на местах. Управление экономикой полностью строится из Москвы. Это было причиной застоя почти во всех отраслях экономики. Отсюда и название периода – застой. В Киргизской ССР во времена застоя хорошее развитие было в основном в энергетической отрасли, хотя в целом развитие было иррациональным, как и во всем Союзе. С 1960 по 1980-е годы на реке Нарын были построены каскады разных гидроэлектростанций, таких как Токтогульская, которая обеспечивала регион электричеством, и хлопковые поля Узбекистана поливной водой в достаточном количестве. Наблюдается большой рост сельского хозяйства в регионе, а для полива в Кыргызстане была затоплена долина Кетмен-Төбе, в дальнейшем Токтогульское водохранилище. По всему Союзу большая стройка, увеличивается количество промышленных предприятий в Киргизской ССР. Но из-за непродуманности решений это привело к падению экономики и к коллапсу Советского Союза. Благодаря командно-административной системе КПСС партия получила слишком большую власть, при которой партийные чиновники стали манапами в костюмах. СССР в 1979 году вступил в войну в Афганистане. Из-за холодной войны с США СССР и так тратил почти треть бюджета на военный комплекс и космос. Плюс растущие расходы на войну в Афганистане не давали полноценно развиваться экономике СССР в целом и Киргизской ССР в частности. Была еще Московская Олимпиада 1980 года, которая добавила расходов. В середине 1980-х рухнули цены на нефть, и это окончательно подкосило СССР. В 1982 году умер Брежнев, после Андропов, будучи главой СССР с 1982 по 1984 годы. Пытается восстановить экономику. Однако, будучи в преклонном возрасте, умер и он. Страной полгода руководит Черненко, а после сам отказывается от руководства. Весь политический истеблишмент СССР стареет и нуждается в реформах. И в 1985 году генеральным секретарем ЦК КПСС становится Михаил Горбачев.